Ну что ж, продолжаются новогодние каникулы в России, но у нас с вами уже вторая встреча в наступившем 2026 году. Не то чтобы много, но хоть что-то. Здравствуйте, дорогие друзья. Хоумахас Дустар, канал «Аспекты Башкортостан» свою деятельность продолжает. И, соответственно, я очень рад всех видеть и чувствовать ваше присутствие. Поэтому напоминаю о необходимости писать сообщения в чате трансляции, делитесь эмоциями, мыслями, соображениями между собой, задавайте вопросы ведущему, то есть мне, подкидывайте идеи, делайте все то, что привыкли делать в обычное время. Мы с вами встречались 5 числа, получается, для того, чтобы обсудить новости, связанные с геополитикой, с важными вещами, с Венесуэлой в частности. Сегодня, наверное, тоже ее затронем, но будем развивать, скажем так, тенденцию и смотреть на другие части света, где могут развернуться такие же позитивные, в главном, конечно же, контексте позитивные события. Я не буду сейчас повторяться по поводу своей позиции по Венесуэле. Мы полчаса потратили в прошлый раз. Понятно, что вопрос очень многогранный, но в главном, в свержении диктатора, эта история, конечно же, имеет позитивную окраску. Поэтому, если говорить сейчас про Иран, за которым мы также пристально наблюдаем, то тоже велики надежды на улучшение. Не только переживаем, разумеется, мы за многострадальные народы этих стран, прежде всего, но, конечно же, и сделаем, скажем так, отсылку на нашу родину, на самих себя, потому что любое падение любого людоедского режима – это, если не удар в спину, то удар по самооценке и самолюбию кремлевского диктатора. Вижу, ваши сообщения в чате стали появляться. Это прекрасно. Доброго утра желает нам Яма Башкарт, Римма, Стобавовна. Ждем остальных. Ну а давайте пока я прочту новости, которые есть в подборке за вчерашний день. Это в целом по миру. Ну и не самые свежие, конечно, бывают. Российские военные вербуют наемников в Южноафриканской республике через популярный у геймеров мессенджер Discord, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, как минимум 2 граждан республики подписали контракты и отправились на войну в Украине. Один уже погиб, о судьбе второго данных нет. Даже не знаю, жалко или нет этих людей. Пиратские сайты, предлагающие россиянам нелегальные копии фильмов и сериалов, начали ставить перед показами ролики с рекламой госмессенджера Max, пишет издание «Верстка». Призывы устанавливать приложение транслируют вместе с рекламой ставок на спорт. Издание «Эхо» неоднократно рассказывало о прямом или косвенном принуждении к использованию данного мессенджера. 2 человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае, сообщили в МЧС. По данным связанного с силовиками телеграм-канала «База», один из погибших – учредитель транспортной компании Ильяс Гемалуддинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Предварительно причиной стало обледенение. Обледенение чего? Воздушного судна, что ли? Есть видео, где вертолет зацепляется за высокие провода, протянутые над рекой. Тем временем неизвестный погиб в Подольске при взрыве гранаты, передает агентство «Москва». По данным близкого к силовикам телеграм-канала «База», убитый принес боеприпас на встречу с женой. По предварительным данным, на месте происшествия во дворе многоэтажки обнаружили и еще одну гранату. Власти Флориды намерены выдвинуть свои обвинения против задержанного США руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро, сказал губернатор штата Рон Десантис. Его слова приводит
The Miami Herald. Речь идет о контрабанде наркотиков и нелегальной миграции. Около 80 человек были убиты в ходе операции американских военных по захвату венесуэльского руководителя Мадуро, рассказали источники Washington-Post. Среди погибших представители венесуэльских и кубинских сил безопасности, а также жители страны. Кроме того, пострадали 7 военнослужащих армии США. Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг сообщение о предложении укрыться в этой стране, якобы сделанном венесуэльскому руководителю Николасу Мадуро, сообщает ТРТ Хабер. Ранее о варианте с отъездом писала «Нью-Йорк Таймс». Также возможный выезд Мадуро в Турцию упоминал американский сенатор Линдси Грэм. Ну что ж, тут уж, как говорится, очень любопытно. Многое, ну вот, например, если по Мадуро говорить, все эти обвинения в наркоторговле, это, конечно, замечательно. Серьезно, без иронии, замечательно. Вот, хотя считается, что все-таки не Венесуэла основной канал поставки наркотиков по миру и в Штаты, а все-таки Колумбия. Но без участия Венесуэлы, судя по всему, тоже не обошлось. Вот. Но как-то вот недостаточно, по-моему, все-таки обвинений. Наверное, таких людей надо хотя бы риторически обвинять, в том числе в том, что они реально делали против своей страны, в том числе против своих народов. Я уж не знаю, тут, понятно, есть нюансы с международным правом, но они вообще во всей этой истории есть. Вот, то есть можно ли, условно говоря, Соединенным Штатам судить Мадуро за преступление против человечности, условно говоря. Ну, хотя бы на политическом-то уровне можно говорить об этом, для того, чтобы показать, что, смотрите, мы против такого рода уродов, и, соответственно, будем их так или иначе наказывать, где бы они ни были, что бы они ни делали. Да, для формального осуждения можно, значит, подойти по вопросу наркотиков, хотя, опять же, это не сильно легитимизирует с точки зрения того же самого международного права. Но для, соответственно, демонстрации намерений и каких-то дополнительных мотивов, я надеюсь, они тоже были, не только деньги, да, можно говорить в том числе о правах человека. Вот чего не хватает, как мне кажется, в этой истории. Так. Ну вот, и Стобавовна пишет, и я согласен совершенно с этой репликой. Меня очень воодушевило видео, где Путин на рождественской мессе стоит, кусает губы от иранских, венесуэльских новостей, ужаса и страха. И несет околесицу, я бы добавил еще от себя. Что-то там, как бы Господь вас отправил куда-то, что-то как-то. Во-первых, Господь, которому он типа верит, мягко говоря, должен обидеться, да, потому что значит как бы? Я как бы, прошу прощения, я сам, а не как бы должен сказать Господь в ответ на это Владимир Владимировичу, да, отправляю кого бы то ни было, куда бы то ни было. Ну, мы все прекрасно понимаем, действительно, это видео достойно того, чтобы сделать такие выводы, о которых вы пишете. Спасибо за это мнение и сообщение. Вот, но этого мало. Действительно, этого мало. Вот. И пока что сильно обнадеживаться давайте не будем. Будем смотреть правде в глаза и понимать, что, возможно, рано радуемся, так сказать, да? Ну, отметим по Ирану. Действительно, по данным на вчерашний вечер, практически вся страна окутана восстаниями. Есть неподтвержденные данные, но красноречивые видео, что местами силовики даже или полиция переходят на сторону протестующих. Кстати, основанием для протестов является не только, наверное, многолетняя усталость. Тут уж сложно про усталость судить в стране, где 45 лет, 46 уже данный людоедский режим работает. Люди привыкли, наверное, в целом-то. Вот. Но есть формальные причины. Там буквально за последние несколько лет, оказывается, в десятки раз обесценилась национальная валюта.
Ну, то есть страна, которая обладает ресурсами, действительно обладает природными ресурсами, человеческими ресурсами, большая страна, кстати говоря, и очень населенная, не может элементарно удержать даже национальную валюту на плаву. Опять же, это повод задуматься всякого рода оптимистам из числа наших соотечественников. Так вот, деньги обесценились, и люди, мягко говоря, обнищали. И вот они выходят на протесты. И лидер, один из лидеров, я бы сказал, оппозиции, там такая все-таки есть, поле не до конца выжжено удивительным образом для нас с вами, принц Реза Пехлеви. Опять же, Реза Пехлеви все-таки живет за пределами страны. Да, тут уж я должен сам себя поправить. Но так или иначе, он призвал вооруженные силы Ирана не использовать оружие против собственного населения и пообещал тем, кто перейдет на сторону людей, национальную славу и признание. Пехлеви, принц, я так понимаю, потомок шахской династии, которая была отстранена от власти в ходе Исламской революции в 1979 году. Понятно, что к его призывам не обязательно прислушиваются силовики, и не первый раз такие призывы звучат. Но звучат. И вот мы должны это дело зафиксировать. События действительно там интересные, как пишет Яма Башкарт, и мы должны за ними, конечно же, пристально следить. Другое дело, обольщаться не стоит. Протесты там бывали и регулярно повторяются. Можно спорить о масштабах. Кто-то скажет, что нынешние протесты обладают наиболее большим размахом за многие последние годы. И вроде бы визуально картинка это подтверждает. Но я бы все-таки в ответственный момент на месте некоторых мировых лидеров, к деятельности которых мы зачастую относимся со скепсисом, но все-таки на месте их я бы, наверное, воспользовался ситуацией. Я думаю, вы понимаете, что речь идет про американскую администрацию, про Дональда Трампа лично. Да, он продолжает делать неоднозначные заявления, не всегда поступать последовательно, но хотя бы как-то поступать. То есть совершает шаги реальные, а не только выражает озабоченность, что в условиях современности также вызывает отдельные эмоции, причем положительные все-таки, да? И если взять за основу, что в принципе-то уже с нормами международного права покончено, это делали и американцы в той или иной степени раньше, потом Кремль, соответственно, это все сделал в худшем виде, и дальше тенденция продолжается. Ради уничтожения такого рода сил зла, наверное, стоит помочь хотя бы народу, в данном случае иранскому точно. Потому что находиться в тисках религиозных фанатиков в условиях международных санкций и жить, хоть и привычно, но жить в условиях постоянной борьбы за выживание, когда нужно обходить те или иные запреты во всех областях жизни, передвижение, торговля, покупка чего-то, пользование интернетом. Для того, чтобы все эти вопросы решить в пользу народа, конечно же, иранский режим нужно ликвидировать любой ценой. В данном случае даже делать, наверное, особо ничего не нужно. Жители страны сами это сделают. Им только немножечко помочь надо. Уж извините, я тут рассуждаю о глобальном, кто я такой, чтобы призывать кого бы то ни было. Но тут уж маски сброшены, как говорится, и говорим и делаем, что думаем, в конце концов. Потому что ситуация развивается самым неблагоприятным образом, если говорить в целом. Вы мою позицию знаете. Я склонен считать, что если не остановить то зло, которое исходит от нашей страны, то всем крышка. Потому что наша страна, не страна, а режим никогда не остановится и будет продолжать это бесконечно, пока не угробит себя и всех остальных. Хотелось бы, чтобы это понимание было в том числе и у тех наших соотечественников, которые живут и думают, что все хорошо. Да, может быть, даже и не одобряют порой конкретно войну, да, у них есть какие-то отдельные претензии, но в целом считают, что мировой заговор против нашей страны всегда имел место быть, и мы так или иначе защищаемся. Почву дополнительных дровишек, скажем так, в эти мысли
подкинула моя вчерашняя публикация, совершенно бытовая. Я не часто такие делаю, но, видимо, надо чаще. Когда я сфотографировал в магазине здесь, в Берлине, цены на продукты. Я с удивлением обнаружил, это не всегда так, но такое бывает, что картофель 5 килограмм, сеточка чистейшего картофеля весом в 5 килограмм стоит в рублях 90 рублей. Ровно столько же стоит пачка сливочного масла весом в 250 грамм, жирностью 82,5%. 90 рублей. Разумеется, эти цены в 2-3 раза ниже, чем российские. И еще раз я подчеркиваю, что здесь цены такие не всегда, но бывают периодически, и можно эти цены вылавливать. И, я думаю, выводы очевидны. Да? Это в то время, когда российская пропаганда рассказывает о том, как загнивает Запад, как там все плохо, ужасно. Про отключение света в Берлине, кстати, отдельная история. Оказывается, там рассказали, что это все упадок, это все часть беспорядков, которые в Новый год произошли еще. Там все люди с этими фейерверками все уничтожили, а потом полиция ничего не смогла сделать. В итоге, по мнению пропаганды, скоро вообще все. Свет погаснет, тепла не будет и так далее. Бред, понятно. Однако пропаганде надо отдать должное, что она, обманывая своих читателей и зрителей, в принципе, еще раз, препарирует реальными фактами. То есть лжи, как таковой, в передаче информации в сюжетах Первого канала было немного, практически не было, все правда. Но это так все выстроено в такую логическую цепочку, что выводы напрашиваются только одни. То есть нельзя получить эту информацию из Первого канала и подумать, бывает. Там именно конкретный вывод приходит в голову любому зрителю. Блин, как все плохо у них и как все хорошо у нас. Так вот, возвращаясь к ценам. Дискуссия, как обычно, даже в запрещенных соцсетях, куда вроде бы царь не велел подданным холопам заходить, но они почему-то это продолжают делать, в том числе живя внутри страны, зачем-то скачивают VPN-ы. На самом-то деле пусть скачивают, потому что ты глядишь и на наши эфиры наткнутся, на наши какие-то публикации. На них, правда, плохо влияет, в смысле никак не влияет часто. Но может быть постепенно вода камень точит, тут вопрос спорный. Так или иначе они приходят сообщить окружающим, что нас устраивает все, что, нет проблем с высокими ценами. У нас в стране можно вести прекрасный бизнес, зарабатывать много, и эти цены не имеют никакого значения. А все почему? Потому что у нас хорошая система, где можно вести бизнес, не оглядываясь никуда, никто тебе не мешает и так далее, и так далее. И тут отчасти, конечно, нужно согласиться с этими словами. Действительно, условия открытия бизнеса и формальные условия его ведения в России действительно простые, скажем так. И надо сказать, одни из самых мягких вообще в больших развитых странах. Но я думаю, что наша аудитория прекрасно знает, что это не является никакой гарантией, например, от сохранения этой собственности. Каждый, кто этой собственностью обладает, бизнесом обладает и ведет его легко и спокойно, должен понимать, что в любой момент, когда кому-то важному, конечно же, кому-то важному захочется забрать этот бизнес, ему это сделать ничего не помешает, потому что отсутствуют институты гражданского общества, отсутствует реальный независимый суд, и так далее, и так далее. Что важнее? Здесь и сейчас легко решать вопросы, давать взятки, звонками какие-то проблемы, от себя отграждать, мало платить налогов. Или все-таки побольше всего этого платить, может быть, меньше зарабатывать, но иметь стопроцентную уверенность, что бизнес твой навсегда, более того, будет передан по наследству твоим потомкам и может быть передан еще и из поколения в поколение. По-моему, гораздо логичнее и правильнее зарабатывать меньше и медленнее, но все-таки чувствовать себя спокойнее в плане уверенности в завтрашнем дне. Не себя любимого даже, а твоих собственных потомков, ради которых ты вроде бы, по крайней мере, декларируешь, что делаешь эту работу. Важная, мне кажется, эта история в плане такого идеологического спора.
Есть, конечно, и те, кто вообще не понимают, куда они попали. Есть люди, которые думают, что у них все хорошо, и им ничего не грозит. В смысле, их бизнес никто никогда не отберет, потому что до сих пор никто не отбирал. Если до сих пор вас не пытали в полицейском участке, это не значит, что не будут это делать завтра. Понимаете, да? То есть такие вещи не происходят каждый день. Это непривычное явление. Оно происходит раз и навсегда, и, наверное, в общем-то, если случится с кем-то, то может оказаться последним событием в жизни. Опять же, дорогие друзья, я это не вам, в смысле основной части нашей аудитории, которая все прекрасно знает, по крайней мере, той части аудитории, которая пишет комментарии, а той части, которая смотрит нас, я точно знаю, но свое участие никак не проявляет. Вот, в общем-то, на всякий случай даже простые вещи нужно проговаривать. Так. Вот, сильно цены на продукты вообще улетели в космос, пишет Яма Башкорт. То есть вы понимаете, да? Так. Цены действительно выше в России, чем в Европе. Это удивительно. На базовые вещи. Так, тем временем в чате. Вадим Беляков радуется, что в Болгарии выпал снег. Вообще, я смотрю карту, в частности, карту Яндекса. Лучше я не нашел, где есть глубина снега. И по карте Яндекса видно, что снег по всей Европе, включая Испанию. Я уже молчу про Италию. Ну, наши, так сказать, северные страны покрыты снегом полностью, и на моей памяти за прошедшие 3 года такое впервые, конечно. Нельзя сказать, чтобы очень холодно. Вот сейчас минус 9, днем до минус 3, но установилась стабильно отрицательная температура. Для меня это тоже в новинку. Здесь бывало, что ночами до 12 доходило в прошлые зимы, но днем всегда плюс. Вот, а тут минус, стабильный снег лежит твердый, под ногами хрустит, гололед. И каменную крошку то и дело коммунальщики под ноги бросают. У меня уже чувство радости от снега пропало, мне уже надоело, я уже хочу чувствовать под ногами твердую землю. Все, как бы довольно. Скука по снегу закончилась. Хотя, надо сказать, конечно, светлее намного на улице благодаря этому снегу. Ладно, это совсем другая тема. Так... У нас мытый картофель 5 килограмм 220 рублей. Грязный 430 рублей. Ой, 43 рубля, боже мой. Ну это дешево. Подождите, грязный 43 это за килограмм или за что? Угу. Так, смотрели ли «Очень странные дела», спрашивает Наиль. Лично я ничего не смотрел в новогодние праздники. Ну, в смысле, как бы у меня все равно нет на это времени. Так, вот вы поправляете, 3 килограмма так стоит, да? В итоге 75 за кг. Понятно. Так, ведомости пишут, Мираторг принадлежит семье ядерного Димона, а ему нужны средства на элитный алкоголь для написания зажигательных постов про горящих в ядерном пепле подсвинков. Вот и дорогая колбаса поэтому, пишут нам ведомости. Ну, поэтому или не поэтому, так или иначе, цены действительно дорогие. При том, что зарплаты и пенсии остаются теми же, в принципе, какими и были. 20 тысяч рублей – это вполне себе распространенная пенсия. Ну, давайте переводить в те же самые килограммы картофеля. Да? Сколько может картошки купить пенсионер в Уфе, и сколько этой самой картошки по цене 99 центов за 5 килограмм может купить пенсионер в Германии, у которого пенсия 150 тысяч рублей. Это еще не самая низкая, да? Точнее, не самая высокая. Ой, арифметика проста. Друзья, дальше идем. У нас есть кое-какие новости из республики, которые хочется немножечко отметить. Есть статистика. За 2 года минувших рождаемость в Башкортостане, я думаю, вы сами понимаете, куда пошла, не вверх, а вниз. Она уменьшилась на 22%. Только за год она упала на 16%. Значит, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин эти цифры озвучил. Издание «Коммерсант» обратило внимание на опубликованные Башкортостан-статом оперативные итоги естественного движения населения, согласно которому
количество рожденных в 2024 году было 32 968 человек. Ну а вот по данным Рахматуллина в 2025 году родилось всего 27 574 ребенка. Ну то есть на 5 тысяч детей меньше, представьте себе, да? Мы 4000 мужчин только за год потеряли, это как минимум на войне, и 5000 детей у нас просто не родились. Цифры, о которых можно задуматься и немножечко сопоставить даже между собой, да? Ну вот, как говорится, а дальше тут вот, например, коллеги напоминают, что в 2024 году тот же Путин утвердил обновленный перечень показателей по оценке эффективности деятельности глав регионов и региональных органов исполнительной власти. Так вот, на втором месте в том перечне численность населения субъекта федерации, а на третьем суммарный коэффициент рождаемости. Выходит, что наш глава региона данные требования никак не выполняет. Но понятно, что он выполняет совершенно другие требования, которые никак не описаны ни в каких документах, но точно являются ключевыми, а именно поставка пушечного мяса на линию фронта. Недаром у нас вернули повышенные выплаты за заключение контракта с 500 до 1 миллиона рублей. Так, Яма Башкарт пишет: моя дочь в 11 классе, подавать документы в России не собирается, будет подавать в Казахстан, Турцию. Ну, что могу сказать, прекрасно. Например, в одном из казахстанских вузов, по-моему, конкретно в Астанинском юридическом университете, лекции читает замечательно Екатерина Шульман даже. Вот где надо учиться. Не вопрос. Сохранить, в общем-то, привычную среду и при этом учиться в свободной относительно стране, по крайней мере, не учиться в условиях тоталитарного ГУЛАГа, это прекрасно. Это правильно, и я полностью одобряю, скажем так, опять же, если кому-то мое одобрение нужно, поддерживаю. Так, а вот Стобавова напишет, что снег в деревне трактором в новом году еще не чистился. Дефицит солярки, да и школьным автобусам не надо чистить проезд. Ну, то есть экономия, да, получается, пока. Ты посмотри, это тоже важная информация и показатель. Кстати, когда каникулы-то заканчиваются? Я так понимаю, эта неделя еще остается полностью без выходной. Ну, как бы логично, да, завтра 9 пятница. Ну да, получается, работа начинается только 12 января, в понедельник. Еще 3 дня выходных впереди. Все понятно. Так. Шульман сказала, что на одного мобилизованного россиянина 3 смылись, наверное, из страны за границу. Наверняка много из Башкортостана уехало молодых специалистов. Ну, я прекрасно помню стояние на границе с Казахстаном. Там в основном были молодые специалисты, люди с горящими глазами, с неравнодушными взглядами, ну и как минимум не лишенные интеллекта точно. Понятно, что многие вернулись, потому что не смогли по разным причинам, и это понятно. Не будь у меня политических оснований, наверняка с высокой степенью вероятности я утверждаю, что я бы тоже, скорее всего, вернулся, не выдержав испытаний. Вот, но пришлось, как говорится, выдерживать и остаться. Теперь уже все это вспоминается с доброй улыбкой, как некие трудности, которые остались в прошлом. Так, а Закивалиди пишет, что у нас в селе на базаре 1 килограмм сливочного масла 1000 рублей. Так, получается, что 250 грамм у вас 250 рублей. Ну вот, 2,5 евро, да? Мясо говядина 650 рублей. Молоко 1,4 литра 150 рублей. Это на рынке? Это в смысле сельскохозяйственная продукция? Уточните, пожалуйста. Это любопытно. Так, с демографией разобрались. Дальше. Пока нас с вами не было в эфире, случились прилеты очередные. Тоже давайте их упомянем.
Официально 6 еще января Минобороны отчитывалось об уничтожении беспилотников в некоторых регионах Поволжья, в том числе, например, в Пензенской области. Вот. Но если говорить о нас с вами, то издание «Астра» опубликовало видео из Стерлитамака, где жители сообщали о серии взрывов. Издание напоминает, что в городе расположен нефтехимический завод, который уже подвергался атаке дронов ранее. Мы тоже вроде бы, да, успели у себя в канале это написать. Вот, хотя, так скажем, информация прошла не очень-то замеченной. Таким образом, прилеты продолжаются. Ну а народ продолжает безмолвствовать. Ни к чему не призываю, в том смысле, что понимаю обстоятельства. Вот. Просто хочется надеяться, что люди хотя бы в глубине души продолжают это все видеть, это все наблюдать и делать соответствующие выводы. Так, что тут у нас такое? В каникулы, когда в том числе и пропагандистам писать особо нечего, но вот Башинформ, например, пишет о том, что в Уфе из очередного отпуска проводили на фронт бойцов полка Башкортостан. Отдохнули дома, обняли родных, пожелали в новогоднюю ночь друг другу всего самого хорошего и светлого. Пора возвращаться на фронт. Вот так почитаешь, кажется, что все, прямо целиком, да, военнослужащие приехали 31-го домой и обняли родных и поздравили их с Новым годом. Ну вот опять же, пропагандистский бред абсолютный. Ну ясно же, что подавляющее большинство не приехали домой. Это невозможно. Какие-то кучки жалкие приезжают, видимо, самые блатные, либо те, кто смогли забашлять хорошо своим командирам. И, значит, они оказались в Новый год дома. Ладно, Бог, как говорится, судья конкретным военнослужащим. Тут хочется отдельно упомянуть, что публика, оправдывающая или поддерживающая войну, тоже крайне неоднородна. Призываю вас подписываться на, например, телеграм-канал «На Западном фронте без перемен». Замечательный журналист, аналитик Иван Филиппов его ведет. И я, в общем-то, когда совсем грустно становится, захожу в этот канал почитать сводки о том или того, что пишут самые оголтелые патриоты, ну, зетники, да, зет-блогеры прежде всего. Потому что этот канал посвящен как раз-таки обзору зет-телеграм-каналов прежде всего. Это самые отъявленные отморозки, которые считают, что война должна быть тотальной, всеобъемлющей, должна завершиться победой, я не знаю, над всем мировым злом. И самое главное, что все внутри страны должны жить только во имя фронта. Этих зетников очень бесят рядовые россияне, которые ходят в рестораны, посещают ночные клубы и делают вид, что ничего не происходит. Этих же самых зетников сильно взбесили, например, новогодние шоу на федеральных каналах, где, оказывается, по их мнению, в принципе, все то же самое, что и раньше было, но просто нет некоторых людей типа Пугачевой. А то, что во всех этих новогодних огоньках почетными гостями были люди в форме, это их тоже никак не утешает. Они считают, что эти военные легитимизируют, значит, весь этот шабаш, и, соответственно, в общем-то, они там не должны быть даже, потому что все эти шоу и огоньки должны быть полностью, видимо, ликвидированы, что ли, пока идет война. Философ, прости господи, Александр Дугин пишет о том, что все вот эти вот чебурашки, а у нас на экраны, сами знаете, вышла вторая часть, и народ повалил туда просто валом, новые рекорды просмотров. Так вот, это все от сатанизма, и это все ужасно, это все надо забыть. В общем, раздрай и шатание внутри единого фронта так называемых победителей, он имеет место быть. И очень-очень, конечно же, вдохновляет. Вдохновляет, что даже молчаливые, даже на все согласные россияне в своем большинстве не готовы затянуть пояса потуже и перестроить всю свою жизнь, весь свой быт, значит, на военные рельсы, чего бы очень хотели
наши оголтелые Z-патриоты. Короче говоря, читайте, вдохновляйтесь, ну или просто анализируйте, мотайте на ус. Очень полезная информация. Так, вот Стобавовна сообщает, что во вторник, 6 числа, мобильного интернета не было с 9 до 19. Вау, весь день получается практически, да? Я, конечно, представить себе не могу. Раньше при нас такого не было. Если мобильный интернет и отключался, то только в дни акций в 2021 году, когда выходила Уфа в защиту Алексея Навального и вообще против всего ужасного происходящего. И то местами. Тогда же отключался мобильный интернет на конкретных вышках по ходу следования нашей колонны. Можно было отойти там 50 метров в сторонку и уже поймать связь и отправить видеоролики. Ой, я делюсь этими воспоминаниями, конечно, постоянно. Ух, какой вопрос. Ваше отношение к Волкову, Заки Валиди пишет. Я не раз высказывался, что меня удручают любые дрязги и терки в рядах тех, кто выступает против режима и войны. Вот. Но некоторые представители этого движения даже у меня умудрились вызвать отторжение. Вот это он, пожалуй. И еще несколько таких людей. Но я не буду сильно на эту тему распространяться. Но действительно, мягко говоря, некоторые поступки в публичном поле, я не имею в виду дрязги даже. Дрязги в целом я не принимаю со всех сторон. А просто поступки и высказывания вызывают сомнения. Последние в том числе. То есть человек жестко прошелся по людям, которые являются, пусть не идеологическими союзниками, но союзниками по факту. Потому что те, кто деятельно поддерживают и вообще что-то предпринимают против режима, они не могут быть объектами такой критики по определению. Я очень поверхностно сейчас отвечаю на вопрос, но я думаю, вы поняли. Так... Боролись с гей-парадами, а тут на голубом огоньке с тыла подобрались Киркоров, Леонтьев и Басков. Да, единственная поправочка. Леонтьева, насколько я понимаю, там нет. И вообще он выбрал, если не антивоенную позицию, то позицию молчания и мягкого отхода в сторону. И уехал, и вообще живет в Майами, насколько я знаю. Если и бывает там как-то иногда набегами, то по каким-то отдельным случаям. В общем, это один из тех, кто все-таки не принял весь этот ужас и безобразие. Но, конечно же, и не осмелился сказать свое «нет». Вот такая картина. Дополню ее, знаете ли, новостями спорта, что у нас не очень принято. В первом матче года Салават Юлаев выиграл у «Нефтехимика» со счетом 2-1 на уфимской Уфа-арене. До этой встречи соперников отделяли 5 очков. Клуб из Башкирии с 38 баллами занимал 8-е место в Восточной конференции. А татарстанцы были на 3 строчки выше. Ничего себе. 8-е место у Салавата Юлаева. Это даже неплохо, знаете ли, с учетом того, как Салават Юлаев показывал начало сезона. Сегодня, 8 января, состоится очередной матч Салавата с Хабаровским Амуром, что ли? Нет. Нет, это я вру. Сегодня соперником будет Екатеринбургский автомобилист. Если вдруг кому-то эти новости интересны, то вот, пожалуйста. Так. Вот Стобавовна напоминает вновь про интернет. Сотовые операторы потом после этих акций возмещали материальный ущерб за отсутствие интернета. Да, слушайте, если человек обращался, можно было получить какой-нибудь бонус деньгами, там, гигабайтами или чем-то еще. Но я же, по-моему, рассказывал, все-таки точно рассказывал, что тогда я по старым знакомствам прошелся среди мобильных операторов. Если вы помните, в 4-7 годах я работал в компании «Евросеть». И тогда я честно общался с мобильными операторами. У меня сертификаты были от всех операторов на знание продукта, там, тарифов, на продажу. В общем, вот. Некоторые из так называемых коллег, которые, что интересно, работали, получается, у Чичваркина когда-то, сейчас занимают высокие должности, до сих пор занимают в уфимских офисах крупных операторов, федеральных операторов связи.
И вот тогда я, помню, за комментарием обратился. Причем ничего плохого не имел в виду. Я говорю, ребят, ну прокомментируйте отключение, скажите, что там. Не от вас зависит, ну что-нибудь формальное скажите. Вообще не прошу я вас там поддержать, народ, я все понимаю. И они такие там, ну не все, а конкретные люди. Вот, это вы те, кто протестовать вышли, во всем виноваты. Мы тут ни при чем. Сидеть дома надо, нечего там по улицам шляться. Боже мой, как я был зол, как я хотел в рожу плюнуть, но разговор был, конечно, в виде сообщений. Вот такое бывает, к сожалению. Так. 7 место поправляет нас ФФД. Видите как? Поговоришь на тему неожиданную, и кого-то нового в чат можно выцепить, кто обычно комментарии не пишет. Ну что ж, порадуемся за наш салават, который аж на 7 месте, место 8. По-моему, все, что у меня в голове было, какие-то такие наблюдения и мысли я озвучил. Поэтому давайте закругляться. Действительно, и по времени уже много. Я всякий раз хочу более динамично все-таки наши встречи проводить и не затягивать. Я понимаю, что есть кто-то, кто с удовольствием и целый час может провести, и больше. Но как-то в соло-формате, мне кажется, неприлично вещать больше 30 минут. 40 – это уже перебор. Вот. Продолжим с вами встречаться. Я все-таки верю в лучшее. И напомню, что мы вашу поддержку тоже ждем. Подарки на Рождество и Новый год никто не отменял. Уж извините, с нашей стороны только поздравления, а с вашей стороны поддержка. У нас под эфиром есть ссылки, в том числе на Patreon. Раньше не было, кстати говоря. Вот. Это самый надежный и безопасный способ для поддержки тех, кого вы считаете нужным. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, делайте это по мере сил и возможности. Так, ух ты, вчера рухнул ангар с остатками стройматериалов рядом с дворцом борьбы в Уфе от переизбытка снега. Ну ладно, бывает. Если никто не пострадал, то слава богу. Еще раз хорошего дня, хорошего завершения каникул, дорогие друзья. Вот, будьте с нами, будьте, как говорится, здоровы. Вот, и увидимся. Всем пока.